Это вот кобель, еще года нет ему, это молодой кобель, тоже якутской вот аборигенной лайки. Вот у наших вот этих лаек вот хвосты не сильно закрученные, может быть вот серпом или один вот, ну, до крупа могут дойти. А вот и еще бывает у белых лаек нос коричневый, это вот допустимо, это не порок и недостаток, а вот если чисто белых лаек нос может быть коричневый, это ничего страшного. Это кобель, этому кобелю вот в мае будет 3 года, ну тоже вот сейчас, как говорится, даже у людей вот сейчас подростки уже как акселерация идет, да, и совсем другое. Сейчас вот как бы улучшенный вид якутской лайки, да. Ну, хвост тоже крючком. Это как бы восточно-сибирская лайка, да, но с этим якутского типа. Там у нас вот клонированная лайка стоит, вот насчет клона. Якутская охотничья лайка. В прошлом году в декабре от нее вот с уха брали, отрезали вот кусочек уха, и это оригинал. И вот с этого кусочка сделали клон. Клонировали в Южной Корее. И вот точно такой же клон вышел. И по окрасу, по всему характеру точно такая же. Сейчас некоторые путают вот они эти. Это сука, корейчане, вот у него сделали вот этот клон корейчанов. Двух собак у нас, одного кобеля, беляха. Это вот, ну, тоже типичная якутская охотничья лайка. Ну, можно сказать, восточно-сибирская лайка якутского типа. Вот такой окрас тоже бывает, очень добродушные они. Хорошо работают по лосю, по медведю. Уже лет 8 уже. У нас до 8 лет у нас это вот как бы в племенной работе использую. Она вот в многих соревнованиях участвовала, в состязаниях. И вот сейчас дало свой уже клон. Точно такая же лайка. Клонировать. Так, насчет клона еще что можно сказать? Ну, это мы работаем с учеными СВПО, с отделом лаборатории генетики. И там сейчас идет, с ними будем сравнивать вот захоронения, старых захоронений, будем ДНК брать и с местными сейчас будем с ними сравнивать. Ну, это вот типичный восточно-сибирская лайка, это заводского разведения. Вот как молодой кобель этот, как вы видите, это корамистая окраса. Вот сейчас в основном, в России вот такой окрас, как бы доминирующий для восточно-сибирских лаек. Многие, вот сами видите, вот чем разница. Вот чисто этот заводское разведение, восточно-сибирская лайка, и вот те наши аборигены, разница есть, конечно. Ну, это сука тоже. Вот, и вот некоторых сук, например, вот некоторых белых собак, вот бывает тоже черная мушка вот от носа, тоже вот, а некоторых вот коричневые. Вот. Ну, это тоже сука, корца, зовут, тоже хорошо работает по лосю, по соболю. И вот, как говорится, вот якутского типа лаечка, очень добродушная, вот видите. У нее очень большой, ну, широкий поиск. Вот очень тоже на охоту брали. Вот такие, у белых собак бывает вот такой тоже немножко такой, ну, желтоватый подпал такой, палевого окраса. Типичная якутская лайка, сука. Ну, это у нас в работе лайка. Ну, как бы сейчас, как говорится, вот краб, это как бы ее ставить вне породы, поэтому в основном мы ее только на охоте вот используем. А так тоже рослая, такая типичная якутская лайка сука. Это 6 лет ей в голях. Но хорошо работает по лосю, по медведю.
рабочая собака, да? Рабочие качества какие? Ну, очень вязкая она и легкая на ноги вообще. И голос очень такой доносчивый. Как она по снегу идет? Ну, так. Ну, хорошо работает по снегу. Ага. Так, у нас вот западно-сибирская лайка тоже вот содержим, да. Это заводское разведение. Сразу видно, что отличие от якутской лайки совсем другая, холерического характера. И вот, ну, по красоте она намного красивее, конечно, но по сравнению с якутской лайкой, они рано начинают работать. Ну, недостатки, наверное, в том плане, что они, ну, такие морозы, наши морозы, не очень так, удерживают. И по вязкости бывают такие вот западно-сибирские, не очень вязкие. А так он темперамент очень такой активный. С этих 6-7 месяцев может уже работать. Рано они уже могут их взять на охоту, можно с ними охотиться. Но по пушнению, по лосю. Ну, здесь у нас в состязаниях тоже хорошие показатели они показывают по подсадному медведю. Очень агрессивные бывают западно-сибирские лайки. И очень такие, ну, шустрые, легкие на ноги. У нас тоже вот таких лаек есть несколько собак западно-сибирских. Ну, это типичная якутская хончая лайка. Это сука. 7 лет ей, очень такая добродушная. Вот уши вот у нас в якутской охотничьей лайке как бы широко поставленные, да, уши у них. И подшерсток очень хороший, они не мерзнут вот в наших суровых условиях. Ну, на 50-60 градусов могут удержать. Даже некоторые собаки не заходят в конуру, вот 50 градусов мороза, они могут даже вот прямо на снегу лежать. И что интересно, может даже снег не растает, потому что теплоотдача у них вот это из-за подспушка очень такая хорошая. И у них вот на лапах вот есть вот такие подшерстки, вот это очень вот защищает эти от мороза. Так, еще что сказать-то, вот у нас вот разные эти окрасы вот, охотничьи лайки. Есть черные, карамистые, палевые тоже вот. Но мы остановились на белых, на бело-черном окрасе, потому что, ну, как бы считаем, что основным окрасом белый с черным, да, потому что белый окрас это как бы у нас в Якутии это снег, это холод тоже. Но с другой стороны взять это по рабочим качествам, например, на охоте белая лайка по чернотропу издалека видно. Например, вот охотник идет и уже следит, где его собака там бегает. Если будет лаять там лося или медведя, будешь подкрадываться и видно, где собака работает, где стоит собака, и по ориентиру можно вот увидеть там лося. И бывают случаи, когда вот стреляют лося, там могут там и собаку пострелить, если собака не видна. А вот здесь уже белая собака уже видно вот в том плане. Еще чего там у нас давно такое есть, такой примет, или как-то вот, что говорят, белые лайки, вот лось хорошо останавливается. Ну, не знаю, то, может такое есть, конечно, но вот, например, в Северных Улусах у нас давно этим на охоте на гуся белую лайку берут, потому что это как бы гусь как бы смотрит, это думает, это же писец или как, и они начинают как бы агрессивно подлетать или как-то вот. И вот охотник, они думают, что это писец, и они же внутри на пейзаже эти гуси налетают же, да, и прямо отгоняют, думают, что этот писец, и тоже вот такие. Еще у белых лаек такой, этот, как говорится, вот окрас как бы отражает солнце летом, например, да, и вот волосы у них там полые, говорят, да, вот меланин называется, да, поэтому вот они хорошо, ну, теплоотдачу хорошо держат, да. Еще вот я вот знаком с таким охотником, который уже лет 30 охотится, сейчас у него 6 белых лаек, все суки, да. Он говорил, что первое время у него были разные там цвета, и черные, и карамистые были. Но он остановился на белых лайках, потому что соболь, он находится на соболя, и в снегу они, белые лайки, быстрее вот,
загоняют соболя. Потому что они как бы маскировочные, они как бы незаметно подпускают этот соболь и быстро они вот на дерево убегают. Поэтому вот в том плане, что белая лайка несколько преимуществ. Их по характеру, вот наши якутские охотничьи лайки такие спокойные. Ну как якуту, я говорю, якут тоже по характеру спокойный, и тоже собаки тоже спокойные. Ну, и разница в том, что они очень вязкие, бывает на охоте, на несколько десятков километров бегут и теряются. Но вязкость такая есть, потому что они знают, что охотник все равно, хозяин придет к ним. Поэтому они идут, некоторые лайки идут до конца, бывает. Ну, и я считаю, вот у нас Якутия очень большая территория, и живут там разные национальности. Якуты, эвены, юкагиры, эвенки. Поэтому у каждого национальности свои были лайки. И они охотились, кто-то охотился на крупного зверя, кто-то на пушнину. И как у собак раньше вот на охоте как тяговые это тоже использовали. Охотник, когда шел на охоту, он мог запрячь собаку на сани и мог прямо таскать, например, груз на собаках. Поэтому мы считаем тоже вот более такие рослые. Сейчас тоже вот молодежь посмотрит, все такие рослые собаки тоже уже не те собаки, которые вот описывали Серошевский, вот не те собаки пошли. Сейчас уже более красивые стали и более рослые. Так что в том плане, что собаками сейчас занимаются. Мы 2004 года ежегодно проводим выставки. Это клуб любителей охотничьих собак Баянай. И ежегодно проводим выставки. И 2007 года проводим состязания по пацану и медведю. В 2008 году команда Якутии в Москве заняла первое место. Это там 2 аборигенные лайки были, 2 западносибирские лайки. И вот книги у знаменитой заводчицы, княгини Марии Дмитриевны Сулейма, она писала, что в 2005 году она приезжала в Якутию и объездила несколько улусов и купила 10 собак. И в своей книге она написала, что самыми лучшими в мире собаками это собаки Якутской области, собаки якутов и эвенков. Поэтому вот мы через 100 лет, как раз вот это в 2008 году, тоже доказали, что наши собаки, собаки Якутии лучшие. И, как говорится, потому что у нас каждый охотник берет в лес несколько собак, да, и с леса привозит только тех собак, которые показали хорошую работу. Поэтому идет жесткий отбор, да. Браковка идет, выбраковывают они. Так что остаются чисто рабочие. Поэтому вот я считаю, каждый охотник у нас как бы заводчик, да, они содержат свою линию, держат вот. И так что вот в многих районах разные типы бывают, да, некоторые более такие тонковатые типа, некоторые такие вот сухого, некоторые вот тяжелого. Но вот мы должны пока остановиться на одном типе, потом, когда уже зарегистрируем эту якутскую охотничью лайку, тогда можно будет уже по типам разделить, например. На 2 типа можно, например. Так. Ну, кобели обычно более мощные бывают такие. У нас снега рано выпадает, поэтому считаем, что более такая рослая собаками можно до всей зимы можно охотиться, например. Сейчас сперва охотятся на лося, потом на соболя, потом на андатру там пойдут. Так что круглогодично у нас собака почти работает. Только летом могут они не работать. Ага. С какой собаки началась вот ваша история как заводчика? Вспомните, как ее звали и так далее. Вот, с какой собаки все началось? Я с детства у меня были постоянно собаки. В каком классе это было? В 8 классе, наверное, тоже была собака. Чох назвали, черная собака, такая очень умная была. Я там, на уток мы ходили, там, на зайца. И я с ней, она могла прямо на крупе лошади сидеть, там, соскакивала на сани, там, когда в деревне, когда жил, там кто-то на санях едет зимой, она прямо уже привыкла, к любому могла подсесть. Очень умная была, там, по 2 утки с воды вытаскивалась прямо,
темноте даже вот мы охотились. Потом вот у нас это такая любовь, у меня такая любовь к собакам с детства, поэтому вот приехав в Якутск тоже я занялся. В 2005 году у меня была собака, я приобрел собаку Чайна, тоже сука такая, очень умная. В многих соревнованиях она вот занимала первые места. Также она ездила несколько раз в российских состязаниях, хорошо участвовала. И от нее вот пошли вот тоже Потомство, да? потомство пошло. Ну, наша задача сейчас это возродить якутскую гончую лайку, да. Можно, ну, название можно по-разному можно назвать. Можно и Яол назвать якутской гончей лайкой, и можно Саха это можно назвать, чтобы не путали вот ездовой лайкой. Потому что ездовая лайка уже как бы уже она зарегистрирована РКФ, поэтому мы хотим, можно и назвать Саха это. Так что в каждой деревне сейчас не меньше 100 собак, да. А у нас где-то больше 400 деревень и несколько городов. Так что вот количество таких собак, да, лаек и лайкоподобных, это где-то 80-120 тысяч, наверное. Больше, чем даже поголовье лошадей, наверное. У нас есть якутская лошадь, есть якутская корова и должна быть якутская гончая лайка. Домашние, ну, в спортивных условиях. Возможно, что могут... Ну, мы по просьбе охотника пошли им навстречу и вот организовали гостиницу для охотничьих собак и содержим вот их собаки вот в таких условиях, в вольерных условиях. 2 раза кормим и вот выгуливаем собак. Владельцы собак в любое время могут подъехать, посмотреть, сову взять, погулять с собакой. Поэтому вот, это многим понравилось такое это новшество. Поэтому вот стараемся идти навстречу охотникам. Так, у нас вольеров где-то здесь 20 вольеров всего. И вот некоторые собаки содержим на привязи, а вот многих вольерах где-то здесь 20. У нас сейчас 24 собаки содержатся, в основном суки. Ну, у нас это профессиональное содержание, с собаками занимаются опытные люди. И постоянно вот, если что, приглашаем там ветеринаров, прививки. Все получает. Так что тетя ни одной собаки еще не заболела, все нормально. И вот скоро к весне начнем это уже тренировать по подсадному медведю заодно. И здесь у нас белок много бывает, тоже собаки могут белок облаять. Но это такое гостиница многим нашим клиентам нравится. Мы с ним заключили договора и по акту приемки нам они вот дали собак на содержание. В городе можно вообще потерять, много случаев теряется. Лайка такая собака, что если выпустишь с квартиры, она убежит куда-нибудь. И бывает свадьбы там, эти собаки там могут туда увязаться. Ну, сейчас уже идет, отстреливает там. В квартире содержать собаку можно? Ну, можно очень, конечно, это, как говорится, и хозяин, но это неудобно, и собаки тоже такой вот, и вообще они начинают линять, и это лайка, это не квартирная собака. Скорее всего, ну, лучше всего содержать таких вот полевых условиях. Здесь они намного как бы им лучше вот в таких условиях. А то, что лайки вот на цепи сидят, у них психика не страдает от этого? А, что? Психика не страдает от этого? Нет, мы же их время от времени выпускаем или в вольер, вот так, ну, чтобы как бы для разнообразия вот посадим на сет, потом на вольер. Постоянно на вольере тоже плохо, там начинает это уже как бы вольерные ногти отрастать, это там. И собака должна быть или в вольере, или привязана, а вообще так отпускать это. Тоже вот у нас в деревнях же многие без привязи держат, да, и поэтому получается там где-то потеряется или кого-то там задавят, там теленка или жеребенка. Из-за этого пострадает и
фермеры и хозяины собаки могут собаку застрелить из-за этого. Поэтому собаку надо содержать или в вольере, или в привязи. Ну, конечно, постоянно надо с ними гулять, в лес брать, натаскивать. А то бывает, кто-то щенка породного возьмет и до 8 до 10 месяцев где-то содержит постоянно на привязи, потом в лес возьмут и скажут, собака не работает. Конечно, не будет, она не будет не знать, ничего не будет знать. Даже птичку, мыша не будет знать. Поэтому вот с 3-4 месяцев надо уже брать в лес, уже потихоньку учить. Так, еще. Так, тут у нас живет медведь. Мы для него специально сделали берлогу. Сейчас медведь спит. Это у нас притравочная станция. Здесь вот начиная где-то середина, с конца марта уже он станет. И к Дню охотников проведем состязание. Ну вот, мы содержатся 2 медведя у нас здесь. Оба такие, дружелюбные, не агрессивные. За то время, 2007 года, мы ежегодно проводим состязания и соревнования по подсадной медведя. И ни разу не было случая, чтобы медведь или поранил медведя, или медведь поранил собаку, или собака там поранила медведя. Такого случая у нас ни разу не было. Потому что я считаю, этот медведь такой зверь, что он фору даст любой собаке. Вот, например, приводят на состязание 150-200 собак, от них от силы 2-3 собаки могут только сделать там щупок или маленькую хватку, а так остальные собаки издалека лают. Но если вот закон примут по бесконтактной притравке в Госдуме, тогда я считаю, вообще большой это будет урон для охотничьего собаководства, потому что если говорят, вот через клетку проверять медведя, там через стекло натаскивать, это вообще как бы абсурд. Да. Например, вот к нам приводят на притравку там собак, медведь сидит пока в клетке, и через клетку начинает собака очень агрессивно, то так активно лает. Потом через какое-то время, вот через час или через 2, мы выпускаем медведя на цепи, вот выпускаем с клетки. Эта же собака вообще не лает, вообще боится подойти. Поэтому собака тоже умная, она знает, что медведь в клетке. И с такой собакой, например, хозяин, если в лес возьмет, он может там подвести охотника, наоборот, может он убежать от медведя и привести медведя к охотнику. Но в последнее время в Якутии очень много медведей, где-то 17 тысяч каждый год, около 30, больше случаев там нападения или встречи, контакты бывает, даже с летальными исходами, там год каждый раз кого-то все равно давит. Очень много травежа идет, жеребят, скотину, оленят давят. Не считая вот вообще дикой природе, сколько они детенышей этих лосей, этих оленей давят. Поэтому вот считаем, что каждому, вот, например, я думаю, даже такую программу сделать, чтобы, например, каждой оленеводческой бригаде, там, геологам и вахтовикам надо прикрепить эту собаку, которая хоть бы отгоняла или предупреждала медведя. Потому что они, вот оленеводы, круглогодично живут в полевых условиях, в тундре, и постоянно встречаются с медведями там, они с детьми, с малыми детьми живут. И это как бы в целях безопасности надо вот такую программу разработать, и чтобы таких собак натаскивать, выращивать. Когда вот закон принимали, там тоже показывали разные видео, так как медведя там травят. Это может какие-то такие-то нелегальные, наверное, кто-то там содержит где-то это. Сейчас стало модно же вот где-то в кафе или там где-то в дорожных этих медведей, чтобы привлечь на этих, где содержат. И богатые люди, наверное, для развлечений там держат таких хищников. Но у нас все документы у нас есть, все ветеринарные, все эти документы есть. Мы медведей содержим в просторных клетках, хорошо кормим, и вообще они такие вот упитанные, у нас вот все могут подтвердить.
И вот некоторые говорят, что там где-то у медведя вырывают клыки, когти, это такого нет. Это же наши как бы ну, любимцы, и мы бережно относимся к своим медведям. Они тоже к нам такие ласковые, можно с руки кормить. Ну, конечно, зверь есть зверь, надо технику безопасности соблюдать. Поэтому мы стараемся вот все это дело под контролем держать. Скажи, условия содержания искусственной берлоги сейчас вот в данный момент Ну, в данный момент мы зимой, они специально для них срубили такой домик, да, теплый там с этим. И вообще они вот уже который год здесь, они вот как где-то в середине октября уже залегают в берлогу. Берлоги искусственные берлогу сделали. И где-то в марте, в середине марта они станут. И получается, у них все нормально. Вообще не видно, что они там это вот, упитанные такие вот вообще устают, как и в берлоге. Ну, условия хорошие, считаем, и могут к нам приезжают постоянно проверки, проверяют, как содержим медведей. И все, никаких таких замечаний нет. Ветеринар, мы договор составили с ветеринарной, и постоянно они приходят к нам, это и собак прививку делаем, медведям делаем, анализы сдаем. Так что вот все под контролем у нас. Этот щенок родился только 4 дня назад. Обычно щенков убирают где-то трехнедельных, месячных. Сейчас, разные приметы раньше были, да. Некоторые смотрели, например, вот небо. Но обычно у белых собак бывает небо светлое, а вот черных, арамистых или там серых собак, вот небо, если говорили, раньше говорили, если небо черное, это злобное. Да. Но многие смотрели на... вообще я так выбираю на то, что смотрю вот более активно, когда они вот 20 дням, там, 3 неделям, они вот видишь, какая собака вот больше, например, задние сиськи вот находит. Бывает, они вот, когда смотришь на собак, они вот, у кого нюх, наверное, лучше, или вот ориентация лучше, они быстрее находят даже вот слепые. У них где-то 8-9 дням откроются глазки. Так. Некоторые вот так приподнимают и смотрят, насколько это... вот нет, шкура отвисает, но это считается, что вот тоже она более такая, рослая будет. Некоторые на лапки смотрят, у кого там черные, там. Некоторые смотрят на ширку, какая бывает, но это, я думаю, не обязательно. Все эти те приметы, которые раньше, сейчас уже, наверное, значения не имеет. Сейчас надо смотреть на родословную, наверное, какая собака с кем вот более таких хороших рабочими качествами, которые. Бывает вот раньше вот тоже ставили на пенек или на это и вот смотрели, как она ориентируется. Вот. Сейчас же он маленький, вот что от него возьмешь-то. Разные такие. Еще вот рассказывали вот раньше наши предки, когда новорожденных щенков сразу закидывали в сугроб, и кто оттуда выкарабкивался и оставляли. Но это, считаю, это такой более очень жесткий метод. Сейчас так никто так не делает, конечно. А вы слышали вот тут волоски? Вот это вибрис, вот волосы тоже, вот говорят, что это, если там 3, эти волосы лучше. Это я сейчас, на это я не смотрю. Сейчас надо, пусть немножко подрастут, потом более активных, более таких, просто бывает вот, смотришь и вот такого понравившихся щенков. Сейчас как лотерея вот эти. Вот тут же есть пальчик вот этот. Но это вот задних приблы, вот только на задних бывает. Мы обычно вот только родились, вот приблы, если будет, там отрезаем прямо. И там крови это почти не бывает. А если уже попозже, к месяцу, уже там уже трудно будет, там уже это резать уже. Но это тоже ничего страшного, это бывает у собак такие 5-й палец. Этот перебулой палец вот здесь. Но если не отрежешь, там на охоте зимой, может там не зимой, а в лесу, там может это пораниться.
Ну, сейчас цена на щенка где-то в среднем 10-15 тысяч. Ну, я считаю, это, конечно, мало. Сейчас эта соболь-то стоит, например, до 7-8 до 10 тысяч соболь. Поэтому одного-два соболя добыла собака уже свою цену. Да, вот, например, вот в объявлениях посмотришь, другие там какие-то другие породы 70-80 тысяч стоит, 40 тысяч стоит. По сравнению с ними это лайки, это цена очень самая низкая, я считаю. Считаю, якутская охотничья лайка это уникальная порода собак, которой нигде в мире такой нету. Потому что она выдерживает такие суровые морозы и очень такими охотничьими такими качествами, которые у нее это в генетическом плане. Вот. И вот такую породу надо обязательно сохранить. Это наше богатство. И вот мы сейчас вот работаем только на общественном начале, да, на голом энтузиазме. И вот хотели бы, чтобы нас поддержали в правительстве и хоть какую-то там субсидию выделили, чтобы содержать выращивать такую породу, уникальную породу. Потому что сейчас я боюсь, многие там в России покупают отсюда собак у заводчиков, уже в Корее, и в других странах. Потом они сами, как вот якутский нож, сами же могут такую породу зарегистрировать и нам самим будут продавать. Это уже будет, это как бренд, я считаю, вот бренд. Но, например, вот я всегда постоянно говорю, например, в лес дровосека без топора не пустишь, на сенокос без косы не отправишь человека, а вот на охоту без собаки, никто без собаки у нас на охоту не идет. Так что это такой верный друг, и кроме этого он орудие труда, да, для охотника. Сейчас вот 70% пушнины добывается у нас, соболя добывается собаками. Это при том вот таких санкциях, да, это вот считаем, что это в советское время это считалось мягкое золото, да. И сейчас тоже вот большое. Очень многие сейчас в деревнях выживают только охотой, кто-то занимается. Вот в этом очень большую помощь вот это якутская аборигенная, наша якутская лайка. Да, еще до революции, например, вот у нас вот в Якутии вот ясак собирали, да, это соболи, да, и там соболями, пушниной. И вот в этом плане с тех времен вот собака самым таким надежным и этим помощником была в охоте. И не только вот у нас есть ездовые собаки, есть, например, много были экспедиции, да, проводили, да, вот тоже брали ездовых собак. Но охотничья собака, это, я думаю, благодаря охотничьей собаке мы выжили, наши предки в таких суровых условиях. Надо, вот наши охотничьи собаки, надо поставить памятник, чтобы увековечить тот вклад, что она внесла вот для нашего народа. Я вот обращаюсь к всем охотникам, заводчикам охотничьих лаек, чтобы они поддержали это хорошее дело, вот, чтобы в том плане, чтобы участвовали в наших выставках, состязаниях по подсадному медведю. И каждой лайке надо делать документы, чтобы документировали. И наш клуб Баянай вот идет к ним навстречу. Скоро вот начнется праздник, уже будет праздник охотника, и мы тоже вот соберем всех на выставку, на состязание. И чтобы продвигать этот охотничью якутскую охотничью лайку, я обращаюсь всем, чтобы мы вместе должны работать в том плане, чтобы возродить нашу уникальную породу охотничьей якутской лайки.